плавающих, чтобы не поставить на могильный грунт. Когда вы будете ходить прощаться, не нужно держать ручки или ноги в своем изображении Спасителя, который находится на груди усопшего. С какой стороны вы будете подходить, совершенно не имеет никакого значения, слева или справа. И главное, единственное, чтобы вы прощали усопшему Евгению все, чему мог против вас совершить слово или делом или помышлением. Ибо все, что держит душу здесь, на земле, это наше прощение. Раб Божий Евгений, он живой, он слышит, он видит, он понимает. Единственное, что ему будет непонятно, о том, что сколько много людей собрались, никто за него толком не помолился. Об этом мы должны помнить всегда. Когда будет третий день, то есть сегодняшний день мы с вами собрались, 9-й день, 40-й день, дни рождения, дни ангела, мы должны всегда молиться за раба Божьего Евгения, так как он пришел в духовный мир, в котором свои законы, и помочь ему может только законами этого мира. Великая радость бывает усопшим, когда за них просто говорят: «Упокой Господи душу усопшего раба», тоже называют имя, «Прости все согрешения ему вольное и невольное». Это как будто равнозначно тому, что вы лично пришли и с ним поздоровались. Мы все когда-то с вами встречаемся, мы не вечные, и там раб Божий Евгений встретит нас и скажет: какой великой радостью была наша молитва, наше с вами собрание, как он искренне радовался, и чувство страха от него отступило. Об этом помните всегда. Спасибо Господи, храни вас Господи Боже, всем благословения. Аминь.